воинов-интернационалистов, сегодня вспоминаем тех, кто воевал, кто не вернулся, и тех, кто, уцелев в бою, не дожил до сегодняшнего дня. Как дань уважения и почтения всем погибшим воинам объявляется минута молчания. Прошу всех встать. Здравствуйте, уважаемые ветераны и дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в этом зале и надеемся, что сегодняшняя встреча надолго останется в ваших сердцах. Сегодня мы посвящаем наш вечер не только годовщине вывода войск из Афганистана, но и предстоящему празднику Дню защитника Отечества. Очень приятно видеть сегодня в этом зале гостей из Сысольского района, учеников средней школы села Визинга. И сейчас, дорогие друзья, для вас поет солистка театра оперы и балета Елена Ладыгина. Днем защитников Отечества. Пожелать вам крепкого здоровья, огромного счастья и любви. Спасибо. Нашей сегодняшней встречей являются региональная общероссийская общественная организация «Офицеры России» и Союз ветеранов Афганистана. Многие из представителей этих организаций с оружием в руках защищали интересы нашей Родины на войне в Афганистане, Чечне и других вооруженных конфликтах. И слово для приветствия предоставляется представителю организации «Офицеры России», участнику войны в Афганистане Владимиру Турову и председателю президиума Георгию Волкову. Георгия Волкова нету сегодня здесь, поэтому вместо него мне будет помогать Вадим Валентинович Путиков, ветеран афганской войны, ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Я много говорить не буду, сразу приступлю к своим обязанностям на сегодняшний день. Анатолий Петеримович Новиков есть? Нету. Ладно. Ахмедзянов Ринат Фанисович. Ну вот. Сейчас. Писал тут, чтобы не запнуться. 20 октября – День военного связиста. Без связи сейчас невозможно жить никому. Тем более, что вот я прочитаю то, что записал сегодня. Военная связь – важнейший элемент управления войсками, как в бою, так и в мирное время. Я подумал и выписал историческую справку. Первым связистом, наверное, был марафонец, преодолевший расстояние 42 километра 195 метров. В 490 году до нашей эры он спешил сообщить о победе из города Марафон до Афин, о победе афинян над персами. Я думаю, это был первый связист. Поэтому позвольте сегодня современному военному связисту Давыдову Вадиму Яковлевичу вручить памятную медаль войскам связи 95 лет. Концерт продолжается. Я еще выйду. Присутствуют почетные гости, ветераны Великой Отечественной войны. Это люди, сумевшие с достоинством и честью пройти огонь боев и дым пожарищ, отстоять нашу страну, победить фашизм, подарить миру мир. Давайте все вместе поприветствуем их аплодисментами. Низкий вам поклон за ваше мужество и героизм. И для вас поет солист театра оперы и балета Виталий Гудовский.
Желаю вам домашнего тепла и любви ваших близких. Всегда помните, что дома вас кто-то ждет всегда. Любви. Благодарим Виталия за такую прекрасную песню. И на сцену мы приглашаем Владимира Турова и Вадима Давыдова. Морозова Елена Ивановна. Я не видел, здесь вы или нет. Елена Ивановна нету. Ну ладно. Сейчас. Приказом министра обороны от 17 декабря 2013 года номер 900 всем ветеранам афганской войны министр обороны вручил медаль в память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане. Ахмедзянов Ринат Фанисович, мы видели, что ты пришел. Война и дети. Великая Отечественная война. В прошлом году 70 лет Победы отмечала вся наша страна, ну и весь мир, конечно, тоже. Дети, война — это страшно. Полина Ивановна Сухомлина встретила войну ребенком. Полина Ивановна, вы здесь? Выйдите, пожалуйста. Профессия учитель. Да, я больше 40 лет. Вот, вы много лет давали дорогу в жизнь молодым, которые сейчас уже повзрослели. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо. Неожиданно. Да. Много лет трудится, давая знания подрастающему поколению. Раиса Дмитриевна Снеткова. Раиса Дмитриевна, вы зря ушли, подойдите. Концертная программа продолжается. От лица нашей организации «Офицеры России» совместно с профсоюзной организацией «Теплоэлектроцентраль», которая здесь присутствует, председатель правкома Светлана Мордованюк, мы поздравляем с праздником вывода войск Афганистана. И 23 февраля следующих лиц, это мои бывшие коллеги, мы с ними вместе работали очень долго. Скачков Вячеслав Викторович. Это ОМОН Северный Кавказ. И Корнеев Александр Викторович, тоже ОМОН Северный Кавказ. И оставшийся подарок мы передадим через профсоюзную организацию. В свою очередь, Центр культурных инициатив «Югор» хочет поблагодарить Владимира Валентиновича Турова за активное и успешное сотрудничество при организации мероприятий в рамках Года патриотизма в Республике Коми. Желаем вам творческих успехов в реализации новых проектов и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Также благодарим Вячеслава Ивановича Немирова
за творческий вклад в проведение мероприятий в рамках Года патриотизма в Республике Коми. Желаем вам неисчерпаемого вдохновения, интересных замыслов и благополучных воплощений. Спасибо большое, друзья. Просто приятно работать вот в такой теплой дружеской обстановке. Спасибо. И сейчас для вас музыкальным приветом выступает хор гражданской авиации, хор ветеранов гражданской авиации «Авиарябинушка». Это, конечно, не хор, маленькая частичка хора. Но хочу сказать, очень приятно и почетно быть снова у вас в гостях. И поэтому наш пламенный сердечный привет от гражданской авиации, военной авиации. Небушка у нас одно с вами. Сегодня мы, конечно, подготовили для вас две песенки, но девчонки очень строгие, сказали только одну. Поэтому мы исполним для вас премьеру песни, поэтому уж не обессудьте, что будем подглядывать слова. Слова написал наш бортинженер Валерий Вьюхин. Он не просто бортинженер, он еще и член Совета писателей России. А музыку написал наш любимый Владимир Сильченко. Хочу вам сказать, не бывает бывших летчиков. У нас есть авиационный марш, где мы поем, что и во сне летаем. Поэтому все-таки представлю. Командир эскадрильи вертолетов Ветров Гена, пилот первого класса. Командир эскадрильи Ту-134, пилот первого класса. Командир эскадрильи Ан-24, Ан-26, Калинин, пилот первого класса. Бортинженер Сахаров Юрий. Ну и о себе, любимой. Я авиадиспетчер первого класса. Поэтому летчики летают, мы управляем. Итак, песня называется «Линия крыла». Нашим небесам поймет его причуды и замашки, полувоенные фуражки, одет летающий народ. Там неизбежностью была суровых правил диктатура, она крепила, как верблюда, косую линию крыла, косую линию крыла. Влюбленный небо с ним когда не посылал ему упреки, мы слишком в небе одиноки, и так безжалостна среда. Когда срываемся с земли, то есть мистическое что-то, обожествляя самолеты, мы как друзей берегли, мы как друзей берегли. Родные небо и земля раскрыли летчику объятья и встретили его как братья, какую выбрала судьба. Познавший небо даже год, чтоб разгадал его замашки, и с голубым кругом фуражки одет летающий народ, одет летающий народ. И с голубым кругом фуражки одет летающий народ.
мальчишек. Вас тоже, мальчик наш любимый. Поздравляю с наступающим праздником. Спасибо.